Алдана сделаны первые анализы на COVID-19. Каковы их результаты? Якутяне перешли на удаленку. Сотрудники водоканала продолжают трудиться на рабочих местах. 50 лет музею имени Платона Юнского. Чем пополнился фонд учреждения за полвека? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В еще одном городе Якутии обнаружили зараженного новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава региона Айсан Николаев. Так, в Мирном подтвердили COVID-19 у прилетевшего после лечения из Москвы мужчины. Он находился на самоизоляции с родителями. Как выяснилось, он заразился, находясь на лечении в Москве. И вчера он помещен вместе с отцом в больницу. У отца анализы взяты, данных еще нет, но по нему подтверждение есть. И поэтому сейчас по Мирному мы проводим также дополнительные проверки, в том числе тех лиц, которые у нас находятся в больнице с внебольничной пневмонией. Также у супруга заболевшей женщины из Вилюйска был выявлен коронавирус. 5 новых случаев заражения в Якутске. 4 новых заболевших зафиксировали в Алдане. 3 по линии семейной пары, которая работала на рынке. 1 случай у санитарки Алданской больницы. Как специалисты считают, передача пошла по линии детей. Дети играли на общей квартальной площадке в Алдане. И как раз, так как ребенок был уже инфицирован, то от него пошла передача детям, а этот ребенок уже заразил эту санитарку. Пока такая основная гипотеза рабочая у наших органов Роспотребнадзора и наших медиков. Также Айсан Николаев сообщил, что на Чаендинском месторождении в актовом поселке объявлен карантин. В общей сложности по всей Якутии количество заболевших коронавирусом составило 47 человек, 15 полностью выздоровели, 32 получают необходимое лечение. В Алдане прекращено транспортное сообщение. За соблюдением правил карантина следят сотрудники ГИБДД. Выявляют ли проверки нарушителей, знает Руслан Павлов. Он на прямой связи со студией. Руслан, тебе слово. Здравствуй, Юля. В Алдане начала работу лаборатория по выявлению ковид. О ее возможностях нам рассказал главный врач Алданской центральной больницы Дмитрий Сергин. Сегодня мы запустили лабораторию по определению COVID-19. Лаборатория находится в филиале центра СПИД. И мы думаем, что благодаря внедрению данного исследования у нас процесс выявление данной категории граждан значительно ускорится. Полиция ужесточила работу на улицах города. Инспекторы останавливают машины и пешеходов, узнают их цель пребывания на улицах города. Давайте посмотрим, как это происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Пропуск, паспорт, все дам. Вот и что думаете, если я спокойно хожу? Куда направляете? Телекома направляюсь домой. Была на работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант полиции Петров, можно вас, пожалуйста? А вы куда идете? На почту. Откуда? Вот с этого дома. Здесь проживаете, да? А на почту с какой целью? Отправить документы по работе. В канун пасхальных праздников алданцев не выходить из дома попросил настоятель православного храма иеромонах Макарий. Дорогие мои алданцы, грядут великие праздники, праздник Светлого Христового Воскресения. В нашем храме богослужение продолжается своим чередом, и я хотел бы, как ваш родной священник, призвать вас эти дни оставаться дома. В эти дни минимизировать свой контакт с внешним миром, потому что от этого будет зависеть скорая или дальняя победа над этой инфекцией. Сейчас, наверное, каждый из нас должен проявить дисциплинированность и определенную выдержку. Мы с вами, наверное, благодаря этому испытанию, данным, наверное, Богом, мы должны научиться слышать и слушать друг друга. Слышать власть придержащих, медиков, тех, в руках которых находится наше здоровье, наши судьбы. Действительно, наверное, лучше оставаться дома, подумать о происходящем, сделать переоценку. Напомню, что в Алдане на сегодня 14 случаев ковид, и в этой цепочке есть дети. Юля. Спасибо, Руслан. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. А сейчас о состоянии пациентов республиканской больницы с диагнозом коронавирус расскажет главный врач Николай Васильев.
Сегодня, 17 апреля, в Якутской республиканской клинической больнице получает стационарное лечение 7 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Один пациент сегодня выписан, состояние одного пациента тяжелое, находится на искусственной вентиляции легких, у 6 средней степени тяжести. Лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Учитывая сложную эпидобстановку нашей республики, мы, медицинские работники, просим вас оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и меры личной гигиены. Берегите себя и своих близких. Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Игорь Хаваев отправил письмо Айсену Николаеву. Он поблагодарил главу республики за эвакуацию российских туристов спецрейсом авиакомпании «Якутия». Проведенная гуманитарная миссия, отметил Хаваев, произвела большое впечатление на филиппинских партнеров, укрепила их уважение к России, не бросившей сограждан в беде. По его словам, министр иностранных дел Республики Филиппины Теодоро Локсин признался, что ни одно другое государство не проявило такой заботы о своих туристах, оказавшихся на архипелаге в тяжелом положении, как Россия. Многие якутяне отправились работать домой удаленно, но есть и те, кто остается на своем посту. В первую очередь это, конечно же, врачи, но вместе с ними свою службу несут и специалисты предприятий жизнеобеспечения. Среди них водоканал. Подробности у Сергея Михедова. Главные объекты предприятия – это 2 очистных комплекса, водозаборные сооружения и станция биологической очистки стоков. На первом очищают речную воду перед подачей в город, на другом обрабатывают уже использованную воду перед тем, как вернуть ее обратно в реку. У специалистов, работающих в этих комплексах, мы и решили узнать, изменился ли производственный процесс в связи со сложившейся обстановкой. Производственный процесс практически не изменился. Немного выросли объемы воды из-за того, что талые воды сейчас подаются вместе с канализацией. А так, в принципе, работаем в том же режиме. Получается, что в условиях объявленной самоизоляции характер производства практически не изменился, как и штатное расписание. Другой вопрос – объем воды, который потребляет город. Он снижается, причем заметно, примерно на 7% только с момента объявления режима самоизоляции. Не исключено, что падение потребления продолжится. Но вернемся к процессу производства. Хоть он и не претерпел изменений, защите здоровья сотрудников на объектах водоканала традиционно уделяют повышенное внимание. У нас есть опасность, именно и без того была всегда, да, то, что здесь много загрязнений, бактерий, инфекций и так далее. Но сейчас усилены именно мероприятия по противодействию этому. Чаще нам выдались антисептические средства, да, постоянно обрабатываются поверхности и так далее. Как бы в этом плане носят все защитные средства, поэтому все нормально. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия какие-то, да, вот, по обеззараживанию помещения, обеззараживанию. И коллектив, само собой, проходит проверку ежедневную, заступая на смену на признаки, да, заболеваний, то есть наличие. Все, вот этот контроль ведется постоянно. Средствами защиты обеспечены и все остальные службы предприятия, особенно те, которые работают, что называется, в поле. Например, аварийно-восстановительная бригада службы водоснабжения. Их работа также не сильно изменилась, но исключения все-таки есть. Плановых работ сейчас в связи с коронавирусом нет, если только какие-то аварийные будут работы. Но хотелось бы, чтобы их не было, конечно. Производятся сейчас у нас объезды, откачки колодцев и, соответственно, выполняем заявки от диспетчера. Несмотря на непростую общую ситуацию, в производственной части работа компании не изменилась. В штатном режиме идет и подготовка к предстоящему паводку. А это значит, что надежности и качеству водоснабжения и водоотведения Якутска ничего не грозит. Сергей Михедов при содействии пресс-службы акционерного общества «Водоканал». Последствия мирового карантина ударили настоящим кризисом по газетному рынку. Представители печатной периодики бьют тревогу. Отрасль оказалась в особой группе риска. Какие меры принимаются, чтобы сохранить малотиражные районные газеты и как изменится медиарынок после победы на пандемии? Узнаем у Айсены Бурнашовой.
Мы видим серьезное падение рынка рекламы в печатных средствах массовой информации, и мы видим большие проблемы, которые испытывают газеты в связи с тем, что практически умирает розничное распространение. Мало людей выходят на улицу для того, чтобы что-либо покупать. По всей видимости, список пострадавших от коронавируса пополнят и традиционные СМИ. Если телевидение и интернет-издания в период самоизоляции лишь увеличили количество просмотров и аудитории, то газеты и журналы, к сожалению, не могут похвастаться такими данными. Ситуация оставаться дома поставила на паузу жизни тысяч россиян, но только не телевизионщиков. Журналисты по большей части перешли на удаленный режим работы и остались на плаву. Теперь интервью можно брать с помощью скайпа, а видео записывать прямо на телефон, например, как сейчас. Главное, чтобы техника не подвела. По мнению экспертов, региональным печатным СМИ как можно скорее необходимо подстроиться под условия новой цифровой реальности. Аудитория действительно, и вы правы, она ушла в телевидение. Очень серьезный вызов, который, наверное, должен подтолкнуть, в том числе этнические печатные СМИ, стать более мобильными, возможно, как бы больше развивать и больше внимания уделять своей интернет-версии и наращивать аудиторию там. И, скорее всего, часть пользователей интернета была бы только рада встретить в сети больше регионального контента. Ведь мировая паутина всегда под рукой, нежели газета, отмечают читатели. Есть момент географии. Допустим, я сам очень люблю читать новости якутские, узнавать о жизни Якутии. И, конечно, живя в Петербурге, я никак не могу выписывать или просто покупать якутские газеты. Тем временем в Минкомсвязи страны уже подготовили комплекс мер по поддержке электронных и печатных СМИ в условиях пандемии и направили пакет предложений в правительство России. Во-первых, отсрочки по кредитам и налогам. Во-вторых, сокращение и отложение проверок, которые часто происходят в нашей отрасли. В-третьих, это предложение распространить на средства массовой информации пониженный налог на социальное отчисление, сократив его, так же как для мелкого и среднего бизнеса, до 15%. Предложение признать прессу товаром первой необходимости звучит более чем актуально, но уже ясно, что роста тиражей газет и журналов, как раньше, уже не будет. Коронавирус расставил все точки над «и», медиарынок ждет тотальная перезагрузка. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва, Санкт-Петербург. Сегодня исполняется 50 лет со дня основания музея имени Платона Аюнского. Он открылся в 1970 году, и в течение полувека фонд музея пополняется. Сегодня учреждение культуры размещает 27 тысяч единиц хранения. Наш корреспондент Ниргуяна Егорова сейчас находится в здании музея. Она на прямой связи со студией. Ниргуяна, здравствуй, тебе слово. Юлия, приветствую. Мы находимся на территории литературного музея имени Платона Аюнского, видного общественного государственного деятеля, основоположника якутской советской литературы. Здесь размещены 3 объекта. Это основной корпус музея, точная копия якутского балагана, где родился и вырос Платон Слепцов, и мемориальный дом-музей семьи Аюнских, куда, собственно, мы сейчас и направляемся. Сегодня здесь нет фанфар, ни торжественных речей, нет ни приглашенных лиц, ни посетителей. Но, несмотря на карантинный режим, мы попросились в здание музея. Конечно же, в первую очередь хочется поздравить всю общественность Якутии, писателей, также самих сотрудников музея, которые сегодня, конечно же, не работают и остаются дома. Здесь, начиная с истоков развития письменности и до современной литературы, хранится более 27 тысяч экспонатов. Это рукописи самих писателей, их переписка с учеными и писателями из разных стран, также личные документы. Конечно же, большой интерес посетителей вызывает рабочий кабинет самого Платона Аюнского. Здесь хранятся
предметы быта и личные вещи, подаренные семьей писателя. В музее в течение года музей посещает более 6 тысяч человек и проводится более 200 различных экскурсий. Ну, как бы наш короткий экскурс на этом завершается. Все-таки в рамках нашего прямого эфира мы не можем рассказать всю историю развития музея. Просто мы сегодня никак не могли пройти мимо этой даты. Юлия. Спасибо, Нургуяна. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Нургуяна Егорова. На этом у нас все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.